Здравствуйте, это программа «Интервью». С вами Азат Самирханов. И сегодня у нас в гостях Рифхат Галин, один из основоположников вопросов демографии и изучения этой науки в нашей республике, который к тому же в эти дни отмечает 90-летний юбилей. Рифхат Асхатович, вы в эти дни отмечаете свой большой юбилей, вам 90 лет исполняется, и вы в прекрасной форме находитесь. Расскажите, пожалуйста, в чем секрет ваш? Секретов нет. Я придерживался двух принципов. Первый принцип: я не включался в конфликт, избегал конфликтов. Я твердо знаю, что в конфликте одна или обе стороны терпят поражение. Второе: у меня не было зависти. Я никогда не завидовал. Я знал свои цели, следовал своим целям. И третье, труд. У меня трудовой научный стаж 63 года. То есть я как бы две нормальные трудовые стажи отработал. Я до 86 лет работал в науке. Вот я думаю, генетических расположений у меня нет. У меня никто из моих близких родственников, родителей не дожили до 80 лет. Ну а вы, слава богу, уже, да, что называется, всех перешагнули в хорошем смысле этого слова. Вы упомянули одним из факторов вашего долголетия, это вот такая активная трудовая деятельность, да, до такого, в общем-то, почтенного возраста. Я вот у вас хотел спросить, как одного из основоположников, да, этого направления науки, демографии в нашей республике, как все зарождалось в те далекие годы и когда это было? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо самой демографии в целом по России, по Советскому Союзу. Демография, так же как социология, была преследуема в годы советской власти, 30-е годы. Эти науки считались буржуазными, и небольшое количество функционирующих тогда институтов были закрыты. И долгое время проблемами демографии, так же как и социологией, не занимались. Первый учебник вышел только в 1967 году. То есть начало демографической науки в моем поколение началось, развитие, возникновение, вернее. А на чем основывались эти все первые методички? Такой пример скажу. Вот первая демографическая энциклопедия вышла в Советском Союзе. 300 примерно авторов там приняло участие. Среди них профессионалов, демографов было не более 10 человек. Остальные все были из других сфер. Вот в таком трагическом положении находилась наука. Что касается Башкирии. Мы в середине 70-х годов, я тогда был членом коллегии Госкомитета по труду, тогда еще не было Министерства труда, был Госкомитет по труду Башкирской АСР. Вышли с инициативой создать демографическую комиссию республиканскую и разработать меры демографического развития населения республики. Это поддержал Совет министров, тогдашний председатель Совета министров Закария Шарафутдинович. И был создан демографическая комиссия. Я смешную историю хочу рассказать. В каком С удовольствием послушаем, давайте. Была эта наука.
когда первые заседания собрались мы в малом зале Совета министров, один из министров, почтенный человек, я не буду называть его, волнуясь, несколько раз подходил ко мне и говорил, что такое демография? Ну, поскольку собирался народ, публика, члены комиссии, я говорю, это вот рождаемость упала, надо поднять вот по этому поводу. Он так распереживался, я же в возрасте почтенном, меня-то зачем включили? У меня уже внуки есть, жена старая, что мне разводиться? Вот в таком положении была стартовая часть демографии. Но в нашей республике впервые в Советском Союзе после Москвы была разработана демографические меры развития населения. Впервые мы с Мухтар Хурматовичем Фаткуллиным, начальником Госкомитета по труду, ездили в Москву с Министерства Российской Федерации по трудовым ресурсам, рассказывали опыт, делились с опытом разработки вот этой демографических мер по развитию населения. Это было, может, наивная часть, но это было начало. Мы среди регионов тогдашнего Советского Союза первыми разработали меры демографического развития, потому что в середине 70-х годов первая яма возникла как последствие потерь в годы Великой Отечественной войны. И вот с тех пор у нас, надо сказать, демографическая наука региональная, она развивается и получила развитие. Сегодня несколько центров в Башкортостане работает по анализу воспроизводства населения республики. Это центр под руководством Нигматзяновой, Римы, Башкирская академия наук. Это МБГУ, Башгосуниверситете под руководством Флюры Булатовны Бурхановой и Валиахметова. Это центр в авиационном институте. Это у нас, наверное, создано уже было предположение создать лабораторию при Министерстве труда и социальных развития населения. Вот несколько центров, они отличаются тем, что не только анализируют демографический процесс, но и привлекают экономическую науку, социологическую науку. Ведь само по себе население, оно только население, никаких таких последствий не имеет. Но нужно учитывать, что население имеет две ипостаси, две функции выполняет. С одной стороны, его важнейшая часть, рабочая сила, создает продукты, товары, если хотите. Другая функция – это потребление. Поэтому только в комплексе с экономической и социологической наукой может эффективно развиваться демографическая наука. У нас это достигнуто. Рифкат Аскатович, это хорошо, что у нас это достигнуто. Я у вас хотел спросить, а сейчас мы находимся в яме демографической или нет в связи с 90-ми годами, тяжелыми годами? Сегодня положение у нас, как же в целом в России, не очень, как сказать,
выгодный, что ли, с точки зрения воспроизводства населения. Мы входим в вторую яму демографического развития. Сегодня, скажем, и что касается рождаемости, вступает репродуктивный возраст поколения конца 90-х или начала 2000-х годов. Там рождаемость была крайне низкая. Ну, например, в 2000 году родилось всего 41 тысяча детей. Сами понимаете, с этих пор прошло 20 лет, часть ушло, умерла часть этих новорожденных, часть уехала, часть за рубеж, часть в другие регионы. Поэтому вступаем в репродуктивный возраст, малочисленные поколения. Вот эти поколения, естественно, не могут дать тот прирост населения, на который мы рассчитываем. Рифкат Асхатович, я вынужден вас прервать. К сожалению, время нашей программы истекает, но я вот хочу заметить справедливо, что те институты многочисленные, которые занимаются вопросами демографии, ну и вкупе вашего примера, наверное, да, дадут все-таки положительный эффект в будущем. Мы вас еще раз поздравляем с большим юбилеем, и я напоминаю нашим телезрителям, что это была программа интервью, и сегодня мы беседовали с одним из основоположников демографической науки в Башкортостане, профессором Рифхатом Галиным.